Здравствуйте! В эфире информационный выпуск. Амшик Шара, я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В Хуме состоялась акция «Свеча памяти», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В конце текущего года после капитального ремонта в Гагре откроется детский сад на 100 мест. В Сухуме продолжается ремонт асфальтового покрытия центральных улиц. В столице прошел первый сольный концерт группы «Анатрио». 22 июня во многих странах мира отмечается День памяти и скорби. 82 года назад фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Этот день стал началом войны, которая унесла миллионы жизней. Более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии сражались с фашизмом в рядах Красной армии. Более 17 тысяч не вернулись домой. В Сухуме состоялась уже ставшая традиционной акция «Свеча памяти», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники акции возложили цветы к памятнику неизвестному солдату, после чего состоялось зажжение памятных свечей. У подножия памятника из горящих свечей выложили слово «Помним». Организаторы международной мемориальной акции в Абхазии, представительство Россотрудничества, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия, администрация Сухума. Акция «Свеча памяти». Она посвящена последней мирной ночи перед войной, после которой жизнь народов наших стран разделилась на «до» и «после». Кровопролитная война, много жертв, беспримерный героизм и мужество наших народов. Пока мы помним о них, надеемся, что это не повторится. Поэтому сегодня по всему миру зажигаются свечи в память о ветеранах и их подвигах. Поиски белорусского мальчика 4-летнего Александра Вакулича продолжаются 6-е сутки. Как сообщили в пресс-службе МЧС, ежедневно осуществляется ротация сотрудников, принимающих участие в поисковой операции. В течение дня спасатели несколько раз проходят маршрут вдоль русла реки. Александр Вакулич вместе с матерью, находившейся на экскурсии, упал в реку Гега в Рицинском парке 17 июня. Мальчика унесло течением реки. В поисках вместе со спасателями участвуют и сотрудники Рицинского национального парка. В республике появилась новая общественная организация «Дипломатический клуб Абхазии», сообщает Абснепресс со ссылкой на министра культуры Даура Ковя. Учредителями являются экс-министры иностранных дел Саид Таркил, Сократ Джинжоли, Леонид Лакербай, Сергей Шамба, Игорь Ахба, Максим Гвинджи, Вячеслав Чирикба и Даур Ковя. В состав учредителей также вошли спикер парламента 3-го и 4-го созывов Нукзар Ашуба, бывший заместитель министра иностранных дел Зураб Смыр и торговый представитель Абхазии в России Олег Барцец. Одна из перспективных задач клуба – установление контактов с подобными организациями в России и странах СНГ. Предполагается открытый формат работы в виде круглых столов, рассчитанных на участие широкой аудитории. Обменяться мнениями и идеями приглашаются политики, общественные деятели, представители гражданского общества и журналисты. Министр внутренних дел Роберт Киут провел выездное совещание в Гагрском районе. Главная цель поездки – проверка готовности личного состава УВД к несению службы в летний курортный сезон. Подробнее в материале пресс-службы МВД. В ходе инспекционной поездки министр внутренних дел Роберт Киут в сопровождении заместителей Руслана Ажиба и Беслана Чкадова проверил готовность всего личного состава к несению службы в летний курортный сезон. Руководство МВД проверило работу управления внутренних дел по Гагрскому району. О текущем положении дел доложил начальник УВД Денис Айба. Среди первоочередных проблем он назвал кадровый дефицит. Планом на летний курортный сезон нам было уже подведено до 15 человек. Нам необходимо, чтобы пешие патрули еще усилить и на набережной, чтобы люди, сотрудники в форме одежды, чтобы... Это те курсанты, Виталий, которые заканчивают российские вузы и которые приезжают на летнюю практику. У нас их всего учатся 90 человек, но и выпускников в этом году 23 человека. Так, подожди, сейчас, если мы привлекаем к работе как и курсантов, так и выпускников, да? Да. Потому что они приезжают у нас в каком? Они приезжают с середины июля и до конца июля. То есть июль, август, вот максимально. Это сколько человек у нас получается? Ну, на Гагру у нас практически там человек 15, мы рассчитываем, что сюда отправим.
Таким образом, кадровая проблема на период летне-курортного сезона будет решена за счет курсантов, обучающихся в высших учебных заведениях МВД России. Министр подчеркнул важность организации общественной безопасности в период курортного сезона, а также акцентировал внимание на проблеме роста оборота наркотических средств и усиления работы в этом направлении. В этом направлении надо очень хорошо поработать. Вообще, в принципе, понимаю, что курортный сезон и все остальное, но оперативная подработка, это, мы знаем наши регионы. Плюс скажу другое, что приграничная зона, знаете, что есть личные сведения о том, что с территории Республики Абхазия, возможно, вывозятся, также завозятся сюда наркотические препараты, особенно растительного происхождения, то, что может производиться здесь. Так что над этим нужно будет очень так поработать. В приоритет Роберт Кьют поручил поставить организацию безопасности дорожного движения. Гагра – самый популярный курорт республики. В летний курортный сезон количество автотранспортных средств и пешеходов в районе растет в разы. В этой связи необходимо действовать на опережение, подчеркнул генерал-майор Кьют. Пешеходные переходы, может, дополнительные светофоры, все должно быть исправно работать, потому что у нас очень большой поток отдыхающих, и, в принципе, вся трасса идет вдоль дороги. То есть вдоль морского участка, и, соответственно, люди, те, которые не знакомы с местностью, могут, конечно, под колеса прыгать. Нужно применить максимально меры для скоростного режима, посмотреть, и все, что необходимо, готовы рассмотреть предложение, также ходатайствовать о том, чтобы было все принято. В ходе совещания министру были представлены заместители и начальники отделений управления. Министр Кьют поручил подготовить предметные предложения по повышению качества работы УВД и пообещал оказывать всяческую поддержку личному составу в случае добросовестного и профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей. Кроме того, министр Кьют поручил усилить воспитательную работу среди личного состава УВД и уделять повышенное внимание внешнему виду сотрудников, так как они в период летне-курортного сезона находятся в постоянном контакте с гражданами и гостями нашей республики. Что тут говорить и скрывать, сколько фактов у нас есть недостойного поведения со стороны сотрудников. Понятно, что есть граждане, которые провоцируют. Но я вам скажу так, нигде ни в каком уставе, наверное, не прописано, что наш сотрудник обязан именно так же ответить им в ответ. Такого нет. Было, что это понятно, выдержка и правильное поведение, оно залог успеха. В любом случае человека можно успокоить и остановить. Но если когда ты начинаешь так же себя вести, получается чужое. Далее руководство МВД ознакомилось с текущим положением дел Цандревского отделения милиции. Начальник отделения Эрик Хутаба доложил о том, что наблюдается небольшой кадровый дефицит, который сотрудники планируют решить в ближайшее время. Министр Роберт Кьют отметил важность проведения разъяснительной работы с молодежью с целью привлечения их в органы внутренних дел. Надо самим тоже работать. Работать с личным, как говорится, с населением, работать с молодежью, вовлекать их в работу милиции. И плюс ко всему, своим личным примером, деловым качеством надо показывать молодежи, что они должны работать в правоохранительных органах. Вот это самое главное. Потому что у нас кадров будет все меньше и меньше, если мы будем их отторгать. Далее Роберт Кьют проверил работу пункта милиции на КПП ПСО, где дал поручение о необходимости соблюдения правил парковки среди водителей рейсовых автобусов и маршрутных такси, а также акцентировал внимание на создании благоприятных условий для туристов, въезжающих на территорию республики в целях отдыха. Следом Роберт Кьют проверил условия работы личного состава и ознакомился с материально-технической базой отделения милиции в городе Пицунда. О положении дел в отделении доложил заместитель начальника Энвер Богателя. Глава МВД заслушал доклад и дал ряд поручений. Площадку перед храмом почистите. Люди, которые приезжают, чтобы имели возможность припарковаться и заходить на отдых. И особенно сейчас этот сезон выдержать всю ту нагрузку, которая есть. Все, что можем, будем помогать. Статистические цифры, они на самом деле для нас уже неприемлемы. Я думаю, это все приевшаяся информация. Нужно менять. Есть организаторы, по ним конкретно выстраивать позицию, отрабатывать, задерживать. В остальном мы все вас поддержим. Во всем на вас поддержим. И силами, и средствами соответствующими. Надо работать.
Личному составу поручено организовать сотрудничество с владельцами объектов размещения туристов в Пицунде и обязать последних устанавливать камеры наблюдения по внешнему периметру зданий, что позволит в ускоренном темпе раскрыть преступление. В ходе поездки в Гагарский район Роберт Кьют также проинспектировал работу контрольного пункта милиции Мюссера. По итогам проверки Кьют высказал ряд замечаний по состоянию здания КПМ и поручил исправить их в ближайшее время. Подводя итоги выездных совещаний, генерал-майор Роберт Кьют подчеркнул, что от деятельности территориальных органов внутренних дел, руководителей служб данных подразделений и рядовых сотрудников, осуществляющих выполнение возложенных на них задач, зависит эффективность охраны общественного порядка, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан и хозяйствующих субъектов. От того, насколько высок уровень законности и дисциплины сотрудников территориальных органов внутренних дел, зависит доверие граждан к системе МВД. Продолжаем рассказывать о восстановительных работах в Гагарском районе. Уже в конце текущего года после капитального ремонта в Гагаре откроется детский сад на 100 мест. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Детский сад в городе Гагра по улице Абазга не работает с советских времен. Это было большое дошкольное учреждение из 8 групп. Спустя много лет здесь впервые идет капитальный ремонт. Одна часть бывшего цельного детского садика сохраненная за государством. Ведутся ремонтные работы, как вы видите. Капитальный ремонт данного детского садика, также капитальное строительство пристройки. С левой стороны от меня здесь пристройка кухонного зала и актового зала для детей, которые пойдут в этот детский сад. Мы планируем здесь открывать 4 группы при остром дефиците мест в дошкольное образовательное учреждение. Это большое событие для жителей нашего города. 4 группы – это от 80 до 100 детей. Работы ведутся за счет средств Гагарского районного бюджета. Сметная стоимость – 58 миллионов рублей. Всего в Гагарском районе функционирует 6 детских садов. Мест, конечно, не хватает. Открытие нового детского сада поможет разгрузить и остальные дошкольные учреждения. Мы планируем в целях оптимизации, практически через дорогу здесь функционирует садик Мрамза. Данный реставрируемый, ремонтируемый объект станет филиалом садика Мрамза. Пожарная безопасность, камеры видеонаблюдения. Садик строится в соответствии с нормами госстандарта. Так выглядит проект. По нормам госстандарта, которые происходят, система видеонаблюдения и система пожарной охранной сигнализации. Будет система оповещения и управления эвакуациями, автоматического управления. Все будет здесь установлено. Детсад примет малышей уже в конце текущего года. Гугуца Вардания, Саида Гухова, Абхазское телевидение. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава принимает участие во Всемирном 13-м конгрессе торговых палат, организованном Международной торговой палатой, Всемирной федерацией палат и Женевской палатой торговли, промышленности и услуг. На полях конгресса Тамила Мерцхулава встретилась с президентом Женевской палаты торговли, промышленности и услуг Винсентом Сибилия, с коллегами из ТПП Македонии, Индонезии, Сербии, Мексики, Лондона и Турина, президентами ТПП Израиля и Дубая. Трехдневная программа 13-го конгресса проходит под девизом «Достижение мира и процветания на основе принципа многосторонних отношений». Его участники рассмотрят важнейшие проблемы современного мира, поделятся информацией и опытом, встретятся с известными мировыми лидерами бизнеса. Полномочный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичба приняла участие во встрече с одним из известнейших политиков Германии Грегором Гизи. Темой вечера, который вел публицист и бывший депутат Бундестага Александр Ной, была «Должна ли Европа выбирать торговое партнерство с Евразией или США?». В ходе дискуссии были затронуты многие вопросы сегодняшней ситуации в Европе и мире, а также возможности выхода из нее. Хибла Амичба передала приглашение министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзенба, гостю вечера Грегору Гизи и семье фон Бисмарк посетить Абхазию. В Сухуме продолжается ремонт асфальтового покрытия центральных улиц. Сейчас работы идут на улице Лакоба. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. В столице Абхазии продолжается ремонт автомобильных дорог. В местах, где ямочный ремонт асфальта на улице Лакоба невозможен или не даст долгосрочного эффекта, он заменяется сплошным покрытием. Это часть республиканской дороги, значит, по договоренности с Абхазавтодором и Дорожным фондом администрация города, значит, включилась к этим работам. Работы выполняет Гудаутская ДСК, это асфальтный завод.
Значит, здесь, учитывая большое количество крупных ям и очень разбитая дорога, значит, было принято решение отфрезеровать старое покрытие и уложить большой картой, значит, сплошное покрытие асфальта, вот, для того, чтобы не идти уже по пути ямочного ремонта. Но хотелось бы отметить, что, учитывая, что коммуникации на этой улице очень старые, ветхие, и объем работ, который необходим для того, чтобы их поменять, требует больших колоссальных вложений. Администрация города такого масштаба работы не ведет. Это уже на уровне инвестпрограммы. И вот поэтому хотелось бы наших граждан тоже немножко так проинформировать, что в случае каких-то аварий или утечек на этом участке, придется, наверное, идти на тот шаг, что вскрывать уже вновь уложенное покрытие, идти уже по пути дальнейшего ямочного ремонта. Сплошной асфальт на участке улицы Лакоба уложат в промежутке между улицами Дбар и Абазинская. Также на улице Лакоба полностью заменят асфальт от улицы Леона до улицы Пушкина и на части улицы у детской поликлиники. По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслана Авицба, город взял на себя ямочный ремонт улицы Арзымба. От перекрестка улицы Агумава до перекрестка улицы Титова будет уложен сплошной асфальт. Но если говорить, допустим, в части республиканских дорог, то город на себя взял те участки, скажем, на улице Арзымба, там, где в районе улицы Воронова есть тоже разбитые участки, это город на себя взял эти работы в рамках ямочного ремонта. В планах также администрации полностью ремонт улицы Арзымба от улицы Агумава до улицы Титова. Там будут полностью заменены коммуникации и уложен сплошной слой асфальта. Там работа практически уже скоро начнется. Ждем выхода сметы с экспертизы. И как только сметы уже будут у нас, откроется финансирование, там наши службы к этим работам приступят. Специалисты ДРСУ администрации города Сухум продолжают проводить ямочный ремонт асфальтного покрытия и по другим дорогам городского и республиканского значения. Финансы у нас для этого есть. Зависим только лишь от того, как выпускается асфальт непосредственно у производителей. Поэтому как только они запускают асфальтный завод, у нас с ними постоянная связь. Наши службы тут же уже заранее подготовив участки для ямочного ремонта, получают асфальт и укладывают его. Сейчас такого рода работы проходят сейчас на улице Проспект Мира, проспекта Яйра, точнее, в районе улицы Чачба, имама Шамиля. И в дальнейшем все улицы, которые у нас на сегодняшний день подвержены большим таким ямам, то есть, соответственно, они будут в ближайшее время все залатаны. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. Новое звучание абхазской народной песни. В столице прошел первый сольный концерт группы «Анатрио». Всем известные песни в новой современной аранжировке о родине, культуре, природе. На празднике абхазской народной песни побывала наша съемочная группа. Алхаз Ферзба аля Сабухба, Нукзар Какалия, а вместе они группа «Анатрио». Совместное творчество музыкантов подарило стране новое звучание абхазской народной песни, которую уже называют ее возрождением. Что народную любовь коллектив заслужил с первых аккордов, несмотря на то, что группа образовалась совсем недавно. Песни о родине, культуре, традициях, природе и о любви. Для многих это мотивы детства. Старые песни о главном в новой аранжировке. Концерт группы, кажется, ждала вся страна. Абхазская народная песня объединила разные поколения. Школьники и студенты вместе со старшими подпевали, танцевали и хлопали, не смолкая.
потрясающие ребята, очень талантливые, это видно. Видно по настроению, с какой душой, с каким тонким, трепетным чувством исполняли сегодня наши любимые песни, которые мы знали с детства. Это так здорово, когда есть возможность подпеть артистам. Мне очень понравилась деликатность, с которой сегодня исполнялись старые песни, но очень любимые нами. Так что это было очень весело и очень приятно. Концерт на высшем уровне, и было очень приятно, потому что все старинные наши абхазские песни как будто заново родились. Выступление артистов сопровождало виртуозное исполнение музыкантов группы «Апснеф Фолк». Любовь зрителя музыканты группы «Анатрио» заслужили не только на родине, но и за ее пределами. Абхазскую народную песню пришли послушать и гости республики. Некоторые даже выучили слова. Мы из Петербурга. Об этой группе мы узнали из Инстаграма, из их аккаунта. Влюбились и слова выучили еще заранее. Концерт потрясающий, просто, не знаю, огонь. Лариса и музыкальная у нее есть, как бы и сестра, лауреат международных конкурсов и профессор консерватории. Скажи твое мнение. Нет, мне очень понравилось, ребята очень понравились. Я, честно говоря, да, их видела первый раз, а теперь уже их фанатка, она меня вот пригласила на этот концерт, купила билеты. Очень рада, очень довольна. И мне очень понравилась фольклорная группа, которая их сопровождала. Ребята действительно уникальные инструменты, очень хорошо играли. Желаем им развития, многих долгих лет жизни, всем творческих успехов. А до этого слушали когда-нибудь абхазские песни вообще? Ну, конечно. Слушали, да, мы приезжаем в Абхазию. Вот, да, готовимся к 30-летию Аяера. В течение часа группа «Анатрио» исполнила около 30 произведений. Зрительный зал не хотел отпускать музыкантов. Бесконечные браво и выступления на бис. Конечно, исполнители не смогли отказать любимому зрителю. Вардания, Заур Кварча, Абхазское телевидение. – 23 июня в Абхазию в тестовом режиме прибудет круизный лайнер «Князь Владимир». В Сухумский порт лайнер зайдет около 8 часов утра. В этом году лайнер будет курсировать по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз продлится 5 дней, в Сухуме судно будет стоять 3 дня. Всего с 29 июня по 11 сентября лайнер совершит 11 рейсов по одному каждую неделю. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 23 июня на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27 градусов, температура морской воды 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.